Изначально профессор Сергей Теплоухов называл эту археологическую культуру Хакасии гробничной, или культурой гробниц. Это название он перенял у одного из своих предшественников, который по праву может считаться первооткрывателем карасукских древностей. Иннокентий Петрович Кузнецов, выходец из династии золотопромышленников и меценатов Енисейской Сибири. Человек чрезвычайно одаренный и эрудированный. В музее Томского университета есть один из его портретов. Выполнен он карандашом и подписан: Василий Суриков, 1874 год. Именно семья Кузнецовых дала путевку в жизнь великому сибирскому художнику. На даче Иннокентия Петровича на прииске в Хакасии Суриков написал этюды для картины «Покорение Сибири Ермаком». А это цитата из книги американского путешественника и журналиста Джорджа Кеннона. В 1886 году проездом через Красноярск он останавливался у Иннокентия Кузнецова. Его знакомство с моей страной могло меня даже пристыдить. Он лучше меня знает Соединенные Штаты. Изъездил всю Америку. Жил в Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне, Чикаго. Посетил самые отдаленные места Йеллоустонского парка. Охотился на буйволов. В Красноярске же Кеннон познакомился и с археологом, директором реального училища Иваном Тимофеевичем Савенковым. Журналист отметил, что с Кузнецовым их объединяет интерес к доисторической эпохе. Оба собирают предметы из камней и бронзы и проводят совместные раскопки. Результаты своих изысканий Иннокентий Петрович впоследствии опубликовал и даже разработал собственную классификацию древности Хакасии. В отдельную группу он отнес гробницы. Гробницы названы нами так, потому что, будучи раскопаны, они имеют вид более или менее продолговатых ящиков, выложенных внутри, по бокам, тонкими, но довольно ровными плитами из слоистых пород, иногда имеющими в местах угловых соединений следы обработки. Разрывая подобные гробницы летом 1884 года, мы тогда еще вывели заключение по найденным в них предметам, преимущественно украшением, что это женские могилы. Иннокентий Петрович Кузнецов-Красноярский, 1889 год. Первая из этих гробниц Кузнецовым раскопана в окрестностях села Аскиз. Там у его семьи располагалась резиденция золотых приисков. И надо сказать, что местные курганы сегодня у археологов на особом счету. Буквально недавно, летом 2021 года, в одном из них обнаружен целый набор украшений эпохи поздней бронзы. Уникальность этого погребения в том, что оно было не потревожено ни древними грабителями, ни современными грабителями. И до нас дошло, и нам удалось это изучить, одно из, наверное, самых интересных погребений эпохи поздней бронзы. И оно интересно тем составом своего погребального инвентаря. Очевидно, это была, скорее всего, это была женщина похороненная, возраст примерно 30-40 лет. И у нее оказались уникальные для этого времени украшения на руке. На правой руке браслет, литой браслет с очень интересным орнаментом, а левая рука была украшена 4 небольшими перстнями. То есть, по всей видимости, каждый палец, кроме большого, был украшен бронзовым кольцом. Вот только гипотеза первооткрывателя каменных гробниц о том, что погребены в них исключительно женщины, проверку временем не выдержала. Уже в 1920-е годы профессор Теплоухов, использовавший в своей работе материалы Кузнецова, всерьез ее не рассматривал. В распоряжении ученого на тот момент имелись находки как из женских, так и из мужских захоронений. Да и само название «культура гробниц» Теплоухов позднее счел не совсем удачным. Дело в том, что подобную могилу он раскапывал в начале 20-х годов в окрестностях деревни Сарагаш на реке Карасук. Именно там получен массовый материал для выделения самостоятельной археологической культуры. Так что в книгах о древнейшей истории Хакасии она карасукская. Однако уже тогда на повестку дня вышел вопрос о могильнике, исследованном в 1914 году у села Лугавское на Енисее. Раскопки проводил директор Красноярского музея Аркадий Тугаринов. Это он открыл для науки андроновскую культуру. Ему мы обязаны и памятниками лугавского типа. Несмотря на явное различие в устройстве могил и в орнаментации керамики, Теплоухов объединил все эти материалы в единый комплекс. Но со временем вопросов становилось все больше и больше. Когда-то все это расценивалось как некая монолитная культура, карасукская, яркая, великолепная и так далее и тому подобное. Но когда пошел процесс накопления материала, стало понятно, что культура это очень разнообразна. И когда мы накопили материал, когда мы смогли дифференцировать по времени эти памятники, выяснилось, что то, что вот называют карасукской культурой, это самый-самый ранний пласт памятников. И после этого они очень здорово трансформировались несколько раз. И поздние памятники отличаются от ранних, вплоть до противоположностей. Но при этом
все вот эти группы, которые участвовали в подвижках эпохи поздней бронзы, они так или иначе связаны с андроновцами. К началу 1970-х годов в археологической науке существовало уже как минимум две концепции. Согласно первой, придя в Хакасию, карасукцы застали андроновцев в северных районах и лугавцев, потомков афанасьевской культуры, в южных. А по другой версии это был афанасьевско-окуневский конгломерат племен. Да, действительно, карасукцы вклинились, скорее всего, в центральные районы. Шли они, видимо, с запада, через Кузнецкий Алатау. Поскольку они были родственниками к андроновской культуре, это, в сущности, какой-то филиал Андрона с определенными традициями. Возможно, что между ними и не было таких уж жестоких столкновений. Да, они, скорее всего, андроновцев вытеснили на север, обратно, к северу. И андроновцы там, судя по всему, существовали вплоть до появления комплексов уже лугавского типа, то есть где-то до XI века. И возможно, что это проходило мирно. У нас есть смешанные памятники карасук-андроновские, где в одних и тех же могилах люди и по андроновскому обряду могут быть похоронены, и по карасукскому. Смешение инвентаря прослеживается. Такая ситуация возможна. Образно говоря, карасукцы заняли буферную зону между ушедшими на север андроновцами и оставшимися на юге Хакасии окуневцами. Такой вывод в свое время археологи сделали, опираясь на географию распространения памятников. Андрона и раннего карасука в южной части котловины они тогда не обнаружили. Так и возникла гипотеза, что окуневцы там задержались надолго. Вот сейчас эта схема требует верификации в связи с находками андроновских погребений на юге Хакасии. Возникает вопрос, а дожили ли окуневцы до момента появления карасукцев? Это карасукской экспансии. С одной стороны, вроде бы в ранних карасукских памятниках на той территории есть некие следы Окунева, но насколько они связаны с их долгим проживанием там, пока не ясно. Вот раскопки на Усть-Камыште нас, к сожалению, очень здорово озадачили. И я даже специально ездил в этом году в район Усть-Соса, пытаясь там поискать андроновские памятники, потому что если они там найдутся, тогда вопрос будет снят начисто. Важно отметить, что в этот период опять-таки происходит колоссальный рост численности населения. Даже по сравнению с андроновской эпохой мы могильники раннекарасукские видим такие, которые насчитывают по 2500, по 3000 курганов. Если, как вы помните, мы с вами говорили, что афанасьевский могильник – это там 10-12 курганов, в крайнем случае 30. Окуневские могильники – это 3 кургана, там много погребений, поэтому там насчитывается, условно говоря, человек 40-50 на могильнике погребенных. Андроновские – это уже, да, это уже 50-60, может быть, курганов. То здесь речь идет о тысячах сразу же. То есть это какой-то колоссальный приход нового населения, которое не могло вот так вот, скажем так, увеличить свою численность вот так вот здесь уже на месте. Скорее всего, это именно такая огромная масса населения, пришедшая сюда. По количеству исследованных памятников Карасук сейчас уступает разве что Тагару. Керамика, бронзовые вещи, конструкция оград и планиграфия могильников позволили археологам выстроить максимально подробную схему развития культуры. По хронологии самый ранний этап – это где-то 14-13 век, собственно, карасукский этап. Карасук-Лугавский 12-11, Лугавский где-то 11-9 и Боиновский где-то 9, начало 8 века до нашей эры. Здесь речь идет именно об этапах. То есть существовал первый Карасукский, пришла какая-то группа нового населения, у них очень специфическая керамика валиковая, они принесли с собой целый список новых для этой территории бронз. Там и перстни, так называемые карасукские, которые в ранних карасукских памятниках отсутствуют совершенно. Перстни, разнообразные ножи, зеркала. В общем, целый список предметов. Эти лапчатые привески. Потом идет период взаимодействия этих двух групп населения.
постепенно они как бы живут, смешиваются, трансформируются. Все это идет плавно, плавно. Вот здесь мы выделяем хронологические горизонты. Ранний хронологический горизонт, поздний хронологический горизонт. Потом происходит новый приток населения. Опять сталкиваются две группы, как бы начинается новый этап существования культуры. И уже внутри этого этапа опять-таки мы прослеживаем несколько хронологических горизонтов вот этих плавных поступательных изменений. И так вот происходило на протяжении 4 вот этих этапов поздней бронзы, внутри которых по 2-3 хронологических горизонта мы сегодня выделяем. Более ранних памятников, более поздних. Вот это действительно качественные изменения, когда культура претерпевает резкую трансформацию, а потом уже идет постепенная эволюция. И мы видим уже появление приметов вооружения, то есть наконечники стрел появляются еще какие-то вещи. Вот. И понятно, что появляется искусство, но оно такое своеобразное. Пока еще у нас дискуссии идут, насколько вот эти вот памятники эпохи бронзы, поздней бронзы, минусинских котловин повлияли на сложение, собственно говоря, скифского искусства. Безусловно, какие-то черты, какие-то элементы есть, но напрямую я бы пока еще не выводил. Наверняка найдется какая-то более интересная, более мощная подоснова, на которую вот эти вот позднебронзовые художественные традиции оказали свое влияние. Так что, да, конечно, этот период крайне важный, очень интересный, очень динамичный, как я говорил. И нужно понимать, что опять-таки появление скифских памятников в минусинских котловинах, то есть, собственно говоря, тагарской культуры, связано, по всей видимости, с определенной миграцией. Миграцией как раз откуда-то с юга, с юго-востока. Вот, то есть выводить население скифской культуры минусинских котловин из карасукского периода я бы не стал. Хотя со мной многие мои коллеги, наверное, не согласятся. У нас столько литературы посвящено великолепным карасукским бронзам, карасукскому звериному стилю. Но выяснилась трагическая подробность. В ранних памятниках, которые, собственно, называют карасукскими, этих бронз просто нет. Они появляются только на втором этапе существования культуры. И связаны они с новым импульсом. Какая-то группа андроновцев, видимо, с территории Казахстана сначала пошла южным путем на территорию Монголии, северо-западного Китая. Там они контактировали с китайскими этими протогосударствами. Там они освоили звериный стиль, методы литья, какие-то специфические предметы. И потом через Туву вот эта группа попала к нам, наложившись на первый пласт карасукский. Скорее всего, они были родственниками, да, потому что не произошло смена культуры, они образовали некий симбиоз, развивались здесь дальше. Потом случился еще один приход, и тоже через территорию Тувы. Потом третий, который дает нам уже финал эпохи бронзы, баиновские памятники. Обратили внимание, маятник сместился. Если раньше все носители новых археологических культур, афанасьевцы, окуневцы, андроновцы, ранние карасукцы приходили в Хакасию с запада, то теперь движение идет с юга. Тува, Монголия и отчасти Алтай. Все новые культурные и политические импульсы будут только оттуда, вплоть до прихода русских переселенцев. Вот здесь интересные закономерности прослеживаются, что когда мы говорим о первых ранних культурах, афанасьевской, окуневской, андроновской, то при их появлении происходит практически полная смена населения. То есть либо геноцид, либо вытесняют. А начиная с эпохи поздней бронзы, картинка трансформируется коренным образом. Вот карасукцы пришли, какую-то часть андроновцев они в свой состав включили. Потом приходит следующая волна населения с юга. Их было не так много. Они вошли в состав здешнего населения, они его как частично трансформировали, распространили новые предметы. И потом эта картина начинает повторяться раз за разом. Именно с юга вбросы нового населения, которые не приводят к полной смене культур, а приводят к трансформации ее поэтапному. Более солидный вброс произошел уже на
момент формирования скифской культуры, тоже с юга. И здесь как бы уже это было достаточно массированное проникновение, которое прекращает существование как бы эпохи поздней бронзы, культуры эпохи поздней бронзы, и формирование новой культуры скифского типа. Это было довольно массированно. Это выразилось в изменении практически всех сторон культуры. Поменялась и архитектурная традиция, погребальный обряд, полностью сменилась керамическая традиция, практически полностью изменились бронзовые предметы. А до этого, на протяжении всей эпохи поздней бронзы, изменения носили такой выборочный характер, частичный. Поэтому мы их рассматриваем, с одной стороны, как единую культуру, а с другой стороны, которая прошла в своем развитии несколько этапов, несколько внешних импульсов восприняла в себя. И по ходу этих импульсов она очень здорово трансформировалась. И вот здесь требуется небольшая ремарка. В 1986 году в Ленинграде в свет вышла книга Эльги Водецкой «Археологические памятники в степях среднего Енисея». Классика на все времена. Сам в свое время прочитал от корки до корки. Так вот там Боиновский этап или Боиново – это часть тагарской археологической культуры. Эту парадигму трудно сломать. Нужны очень веские аргументы. Здесь проблема была в том, что памятники боиновского типа до сих пор были довольно слабо изучены. Их было немного, и то, что мы высказывались по поводу необходимости их выделения в отдельный этап и помещения в позднюю бронзу, а не в тагарскую культуру, было обосновано, в общем, достаточно маленьким материалом. А вот благодаря раскопкам на Устьем Иште, и еще подобные памятники мы копали и на Кирбинском разрезе в этом году, становится ясно, что это, в общем-то, достаточно серьезный пласт. Мы раскопали больше 30 курганов только на Камыште. Раньше мы находили могильники 3-5 курганчиков боиновских, а сейчас это массированный материал, и сразу же, вот даже непосвященному человеку, бросается в глаза разница. Во-первых, боиновская и тагарская архитектурные традиции, курганные традиции, они абсолютно разные. Боиновские курганы, что мы имеем? Мы имеем курган-платформу, плоский, полностью заполненный землей с внутренней стороны. Там идут сочетания горизонтальных, вертикальных кладок. Такая любимая фишка у них была ставить плиты, рассекающие кладку. Вот, то есть как бы нарезка ограды такими секциями. Курганы сами вытянуты по линии юго-запад-северо-восток. Они прямоугольные, вытянуты в направлении юго-запада. А тагарские, если мы посмотрим, они вытянуты в направлении юго-восток-северо-запад. И это связано с тем, что боиновская традиция предполагала только одну могилу внутри кургана. Подгорновская, как правило, центральная могила и потом боковые могилы. То есть образуется ряд могил, вытянутый как бы по этому направлению. Благодаря тому, что, скажем так, боиновцы делали курганы-платформы, и уже по внешнему облику сейчас мы можем их отличать от тагарских курганов. Потому что вот стоит боиновский курган, вроде бы и угловые камни есть, даже похоже на тагар, но ограда не выступает. Она практически не видна. А тагарская ограда строилась по другим принципам, как тагарский курган. Там земляное сооружение делалось в центре. То есть, если и подходило оно к границам ограды, то оно не оказывало на нее давления. И при расползании этого кургана верхние края оград, они остаются на поверхности. Потом боиновцы очень тщательно выравнивали верхнюю кромочку. У тагарцев плиты гораздо грубее, значит, торчат на разных уровнях. Сразу видишь этот тагарский курган. Сразу. Разные системы кладки. У боиновцев ограда строилась в стык, из плит в стык. То есть каждая плита шла торцом к предыдущей четко. Иногда рассекалась вертикальным камнем. У тагарцев, начиная с самых ранних памятников, идет накладка плит. То есть чешуей они ставились так, что каждая следующая плита держала предыдущую. Либо другой вариант. 2 плиты в разгонку и 3-я замковая, их запирающая.
У баиновцев, поскольку им нужно было держать вот эту насыпь, огромное количество контрфорсов. У тагарцев контрфорсов мало, практически нет. Они только вот в этих запирающих плитах ставились. То есть уже на уровне архитектуры мы видим очень и очень существенную разницу. Отметим, что баиновский этап в качестве переходного от Карасука к Тагару внесен в периодизацию профессора Теплоухова много позже. Это сделал его ученик, основоположник Ленинградской школы археологии Михаил Петрович Грязнов. Он охарактеризовал этот новый этап следующим образом. Курганы баиновского этапа отличаются еще не установившимися формами каменных оград, часто сооружавшихся подобно карасукским, вплотную одна к другой, и содержат вещи, близкие по форме к карасукским или даже карасукского типа, но основная масса находимых в них вещей принадлежит ранним формам минусинской курганной культуры. Михаил Петрович Грязнов, 1956 год. Минусинская курганная – так называл культуру скифского времени в своих работах Сергей Теплоухов. Однако более удачным оказался другой термин – тагарская культура. Его предложил московский профессор Сергей Киселев в 1927 году. Тагарский остров на Енисее. Именно там проводились полномасштабные, с подробной фиксацией, раскопки курганов скифского времени. На современном этапе преемственность между двумя культурами, Карасуком и Тагаром, у археологов вызывает сомнения. И чем больше материалов появляется в распоряжении ученых, тем очевиднее становится различие. Полностью меняется керамическая традиция. Баиновцы целиком развивают керамику, которая им досталась от лугавцев. Постепенно она трансформируется, превращается в банки, получает уплощенное дно. Вся орнаментика идет из эпохи поздней бронзы, а тагарская дает нам валиковую керамику. 90% тагарской керамики, она валиковая. Это совершенно другая традиция. И изготавливались сосуды иначе. Вот лугавские, баиновские сосуды, они изготавливались, когда сосуд стоял на венчике. Поэтому у них плоский срез. А у тагарцев подлеплялся венчик. Он имеет внешний косой срез, часто с карнизиком, таким наплывом наружу. И под ним обязательно располагается валик на удалении 3-5 сантиметров. Эта посуда не орнаментированная, тагарская. Если мы возьмем комплекты бронзы, они совершенно разные. Особенно на уровне женского костюма. Это небо и земля. У баиновцев весь набор эпохи поздней бронзы повторяется. Все эти лапчатые привески, треугольные пластиночки, височные кольца, бляшечки 6-лепестковые, 4-лепестковые. То есть вот все, что мы находим в Баиново, оно баинских женщин, которые это носили, оно ведет свое происхождение от лугавского. Как только появляются тагарцы, тут же появляются полусферические бляшки на головных уборах, которых нет у баиновцев от слова вообще. Появляются такие, украшения в виде лапчатых привесок, таких составных из множества бус, трубочек, пронизок, бусинок. То есть женские костюмы кардинально отличаются. Появляется изделие, из желтого металла. На всю эпоху бронзы у нас, поздней бронзы, на эти 1000 карасукских могил мы не знаем ни крупицы золота. А в тагарских памятниках, особенно в самых ранних, это регулярная находка. И полусферические бляшки, появляются еще у тагарцев серьги с раструбом, что опять-таки говорит об их связи с андроном. То есть по всем параметрам эта культура очень четко отличается от Баинова. Если там наследие эпохи бронзы, то здесь совершенно новый элемент. Так или иначе, но переход от Карасука к Тагару – это очередная смена культур. Как это происходило, сказать сложно, но можно предположить. На севере Хакасии есть горная крепость Све-Сульфат. В 2012 году новосибирские археологи проводили там спасательные раскопки. Оказалось, что наряду с валом крепость имела стены из лиственницы, по большей части сгоревшие. На валу, стенах и вблизи от них обнаружено большое количество бронзовых втульчатых шипастых наконечников стрел скифского типа, иллюстрирующих яркую и драматическую картину штурма крепости.
Открывшаяся в ходе раскопок ситуация наглядно показывает процесс смены культур на данной территории. Приход на рубеже 9-8 веков до нашей эры раннескифского населения, создателей новой тагарской культуры, и силовое подчинение ими местных жителей, носителей прежней карасукской культуры. Сергей Григорьевич Скобелев, 2014 год. И это пока единственный факт. С другой стороны, наличие керамики периода поздней бронзы в культурных слоях крепостей СВ совершенно точно установлено археологами из Абакана и Санкт-Петербурга. Например, горное сооружение Чебаки. В любом случае памятник начинает существовать с окуневской эпохи. У него несколько этапов, видимо, жизни было. Второе активное развитие, фаза существования этого памятника – это период конца второго тысячелетия до нашей эры, начало первого тысячелетия до нашей эры, так называемая эпоха поздней бронзы, каменноворский этап карасукской культуры. Чергаты – замечательный совершенно памятник, но там есть и окуневские слои, и есть каменноворские слои, но более ярко выражены там каменноворские слои. Там есть два жилых комплекса деревянных, сделанных чуть выше человеческого роста. Размеры этих деревянных конструкций примерно 4 на 4 метра. Это, видимо, типа сторожевых таких сторожек, которые к стене примыкали. Челаных-Тах или Змеиная гора, которая находится у села Под Камень. Небольшая горная вершина, практически бытовой поселок с большой серией жилищ, вырубленных в скале, которые ячейками, рядами идут от стены в нижней части горной вершины туда наверх, собственно, на саму скальную вершину этой горы, и с большим количеством культурного материала, относящегося к периоду каменноворской культуры, каменноворского этапа карасукской культуры. И тут возникает резонный вопрос. Если окуневцы в свое время создали СВ, крепости на вершинах гор, чтобы противостоять экспансии андроновцев, могли ли их спустя столетия использовать поздние карасукцы для обороны от тагарцев, по примеру сульфата? Или здесь что-то другое? Не истребляли тагарцы баиновское население. Оно плавно перешло, трансформировалось, вписалось в эту уже новую тагарскую культуру. Сейчас мы выделяем целый пласт памятников, которые вроде бы баиновские по своей основе, но уже несут четкие следы тагарского влияния. Это появление сосудов без орнамента, единичные случаи появления валиков, вот эти вот бляшечки. Очень смешно, когда то есть погребение, вот этого переходного облика. Вроде бы сосуд тагарский, подгорновский, с валиками. А лежит женщина, у которой вместо классических круглых полусферических бляшек на шапочке пришиты прямоугольные бляшечки. А за головой лежит бляшечка-розеточка от эпохи поздней бронзы. То есть эти люди вошли в состав раннего тагара. Постепенно, без каких-то там... То есть вот сейчас нам нужно выделять пласт баиновских памятников, которые живут уже в составе тагарской культуры, в момент ее существования. Ну и самый ранний пласт подгорновский. Отсюда напрашивается только один вывод. Древняя история Хакасии – тема неисчерпаемая. Это как в анекдоте. Все динозавры были одинаковые, просто каждый палеонтолог их кости по-своему собирает. Также и в археологии материалы те же, но читать их можно по-разному. Omnia tempus habent.